Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Стройка на контроле. На штабе у Дмитрия Садовникова разобрали судьбу 9 проблемных домов для переселения. В поселке Сангар завершено строительство новой поликлиники на 104 посещения в смену. Жители Кобяйского улуса с завершением строительства поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Творческие номера, традиционная культура и дегустация национальной кухни. В столице республики состоялся первый межнациональный фестиваль «Мини-краса Иркутска-Якутского почтового тракта». Якутия не сбавляет обороты в жилищном строительстве. Власти обозначили амбициозную цель на этот год – ввести в эксплуатацию не менее 800 тысяч квадратных метров жилья. Все просто. Якутия последовательно бьет собственные рекорды. Для улучшения жилищных условий расселяют из аварийного жилья. За пятилетку переселили более 54 тысяч человек и развивают территории комплексно. Только в прошлом году число проектов комплексного развития выросло до 17. Ход строительства жилых объектов для переселения рассмотрели на еженедельном штабе на уровне первого заместителя председателя правительства Дмитрия Садовникова. На текущий момент 18 домов остаются все еще не введенными. Из них были рассмотрены 9 объектов. Часть из них находится на финальном этапе работ. Готовность большинства из них составляет 90%. Части отстающих объектов, готовность которых в среднем составляет 70%, было поручено усилить работу, чтобы сдать их в ближайшие месяцы. Из 18 объектов есть наиболее проблемные объекты. По ним мы по некоторым пойдем на расторжение, к сожалению, потому что рядом с застройщиком не принимаются меры уже на протяжении долгого времени. Соответственно, мы по ним разработали планы мероприятий совместно с надзорными органами. Данный вопрос рассматриваем, и в отношении застройщика будут приняты определенные меры ответственности в рамках государственных контрактов. Будем через суды взыскивать оплаченные средства, плюс этот незавершенные объекты, и принимать меры по завершению. Лечиться по-новому. В Кобяйском улусе завершили строительство новой поликлиники. Новый объект посетил глава республики в рамках рабочей поездки в Кобяйский район. Современное медицинское учреждение рассчитано на 104 посещения в смену. Подробности в следующем сюжете. Настоящие хоромы, так называют жители Сангара, новое здание. Эту поликлинику ждали около полувека. И всего лишь за 1,5 года завершилось строительство первого этапа нового больничного комплекса поликлиники. Только вот благодаря национальному проекту здоровья, благодаря решениям нашего президента Владимира Владимировича Путина, благодаря народной программе партии «Единая Россия» мы смогли добиться того, что на самом деле в не очень большом поселке, далеком северном поселке нашей республики появилось такое замечательное здание. Тамару Канторосову в Кобяйском улусе знают все. Золотые руки хирурга оберегают жизнь сангарчан с 1981 года. Мы работали в ужасных, конечно, условиях. Всегда было холодно. В кабинетах было очень холодно. Мы сидели в пальто, в вонтах. Поэтому для нас это казалось каким-то вот таким несбыточной мечтой, что мы когда-то будем работать в таких условиях, где тепло, светло. Просторные кабинеты, удобная гардеробная и даже свет стен. Все поднимает настроение, отмечают сангарчане. Раньше врачи ютились на холодных, старых, маленьких комнатках по 5 разным зданиям. Туда даже ходить не хотелось, делятся мнением пациенты. Все очень довольны, и это очень хорошее, я считаю, событие для Сангара. Новое же здание общей площадью свыше 2000 квадратных метров оснащено 220 единицами современного оборудования. В распоряжении врачей 2 этажа. На первом этаже работает детское отделение и рентген-кабинеты. На втором этаже расположились взрослое отделение и диагностический центр. Сейчас в поликлинике трудятся более 10 врачей. На сегодняшний день у нас осенью пришла молодой специалист, врач-стоматолог. 2 года работает врач-терапевт по программе «Земский доктор». Почти 3 года работает врач-гинеколог по программе «Земский доктор». То есть вот эта программа очень помогает особенно труднодоступным таким районным больницам. Я родилась в Сангаре, училась здесь в школе, а в 2011 году я поступила в Иркутский государственный медицинский университет. Там я закончила и приехала сюда с 2017 года работать участковым терапевтом. Я проработала 6 лет.
ну, не считая декретов, конечно. После я ушла в ординатуру, и в СВФУ я отучилась на врача-рентгенолога. У меня здесь родители, у меня здесь муж, дети. Мы строим дом, в общем, все отлично. В новой поликлинике в данное время не хватает офтальмолога, но и этот вопрос вполне решаемый. Я думаю, что здесь можно найти человека, который из местных желает пройти повышение квалификации, обучиться в медицинском институте и стать офтальмологом. Мы в этом плане открыты, у нас есть соответствующий учебный центр. С 2020 года район заключил соглашение с Якутским медицинским колледжем. На базе Сангарского лицея специальность медицинских сестер получили 24 человека. Многие из них уже работают в новой поликлинике. Также вчера было тоже решение, возобновляем мы свое отделение. Значит, 17 медсестер подготовка нынче набираем и 17 фельдшеров нового состава. Второй этап, а это строительство больничного комплекса, рассчитанный на 45 коек, начнется скоро. Завершение строительства объектов медицины станет важным шагом в развитии районного здравоохранения. Александра Хлопкова, Иван Царакомов, Семен Амосов, Сангар. Российские школьники смогут подать заявку на сдачу единого государственного экзамена до 2 февраля. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии, а завершатся 18-19 июня сдачей иностранных языков и информатики. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Основной период ОГЭ начнется 2 июня и завершится 19 числа. В республике произошел случай мошенничества, но часть денег удалось вернуть. Студент получил звонок от мошенников, которые представились сотрудниками учебного отдела. Они обвинили молодого человека в финансировании незаконной деятельности. Чтобы спасти деньги, студент перевел через банкоматы все сбережения своей матери – 800 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска Якутии совместно с банковскими специалистами выяснили, что более 400 тысяч рублей поступили на счет жительницы Казани. Оперативники выехали в Татарстан и задержали 27-летнюю женщину-пособницу мошенников. В результате проведенных мероприятий более 400 тысяч рублей вернули матери студента. Национальный парк «Ленские столбы» делает первые шаги к созданию собственной научной лаборатории. Так, для отдела науки и сохранения биоразнообразия парка были закуплены стереомикроскопы с цифровой камерой. С их помощью ученые смогут детально изучить и описать уникальные окаменелости кембрийского периода, найденные на территории парка. Подробности у Виолетты Засимовой. Пока что это обычный рабочий кабинет, но именно здесь закладывается фундамент будущей исследовательской лаборатории нацпарка. И одними из первых рабочих инструментов стали два современных микроскопа китайской фирмы Сайки Digital. Отличительная особенность этих микроскопов от оптических аналогов – цифровизации. Теперь, чтобы увидеть мельчайшие детали, не обязательно часами смотреть в окуляр. Изображение выводится прямо на монитор. Это позволяет не только изучать структуру объекта, но и мгновенно делать фото и видеофиксацию образцов. Максимально может увеличить до 45 раз, минимально 7-кратное увеличение. Можно сделать снимок на компьютере, что удобно для публикаций. Данные микроскопы были закуплены для определенной цели – изучения так называемого кембрийского взрыва. Так в науке называют события, произошедшее более 500 миллионов лет назад. Тогда у организмов впервые появились твердые скелеты и панцири. Окаменелости этих первопроходцев эволюции в огромном количестве находят на территории парка и в бассейне реки Алдан. Это дает понять простому человеку, как вообще эволюционировала наша Земля. Тогда начали появляться первые организмы. И с этого момента началось развитие Земли и в целом живого мира. Образцы, которые сейчас лежат под объективами, собрали прошлым летом во время экспедиции в верховьях реки Ботомы. Как правило, ученым попадаются образцы древних морских членистоногих трилобитов, а также вымершие губки археоциаты. Сейчас видим трилобита длиной около 1,5 сантиметров, шириной сантиметр. Состоит из 3 основных частей: головной отдел, туловищный и хвостовой. В Кембрии было около 250 видов трилобита. Это один из них.
С помощью новых микроскопов все находки опишут и внесут в электронную картотеку. Затем специалисты проведут отбор. Самые ценные экземпляры войдут в фонд будущего музея Кембрия, который планируют построить в Якутске. Эту инициативу продвигает давний друг парка, академик Российской академии наук Алексей Розанов. Идею уже поддержал глава республики Айсан Николаев. Пока проект в стадии разработки, но ученые надеются, что уникальное здание все же появится. Ведь такой музей может стать объектом мирового значения, где история появления скелетной фауны будет представлена максимально полно. Виолетта Застимова, Якутск. В Верхневилюйске состоялась первая улусная квест-игра «Калейдоскоп идей» для учащихся начальных классов по программе «Орлята России» в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства». Участие приняли 10 команд, это 80 учеников 3 и 4 классов. Основная цель состязания – актуализация социальной активности младших школьников. Кроме творческих этапов, ребята бегали по 7 станциям, где показывали свои знания и проходили испытания. В каждой команде было по одному волонтеру из улусного детского движения. Дети учатся работать одной большой командой, проявлять инициативу, оказывать друг другу помощь и брать ответственность. А на этих этапах ребята проявляют все грани личности орленка. Это ум, сила, ловкость, доброта, взаимопомощь, лидерские качества, творческое мастерство и забота о природе. Желаем всем командам ярких впечатлений, дружной работы, блестящих идей и незабываемых открытий. Пусть каждый участник почувствует себя частью одной большой команды. Творческие номера, традиционная культура и дегустация национальной кухни. В столице республики состоялся первый межнациональный фестиваль «Мини-краса Иркутска-Якутского почтового тракта». В конкурсе приняло участие 7 юных представительниц 6 почтовых станций исторического тракта. Каждая из них проявил себя в разных направлениях – от творчества до кулинарии. Праздник посвящен 5-летию народной культуры и 25-летию организации «Потомки государевых ямщиков». В рамках празднования также пройдут традиционные ямщицкие посиделки и концерт с участием фольклорных коллективов бывших почтовых станций. Мы проводим для того, чтобы наши дети прикоснулись к истории и культуре наших предков, государевых ямщиков, которые 200 с лишним лет возили почту по Иркутско-Якутскому почтовому тракту. Последние годы все-таки к нашему ямщицкому движению пришли молодежь, пришли дети, чтобы они еще глубже начали узнавать свою историю. Они представят свою родословную семью, они представят свой талант, они представят национальную кухню. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.